2 недели жители новостройки Алтын-Казык жили в напряжении. Пошли слухи, что в их жилмассиве будут сносить дома. А несколько дней назад этот снос, собственно, и начался. Под грейдер должен попасть дом, в котором проживала Сапаркуль Мадалиева. Пока не снесли, чтобы хоть какие-то стройматериалы остались пригодными, мы сами начали разбирать свое жилище. Нам в этом помогают соседи. Вот мы уже вынесли все из дома, все наши вещи на улице. Сапаркуль Мадалиева в числе первых поселилась в этой новостройке. В ее доме было всего 2 комнаты. Семья строила их несколько лет, не было денег. У женщины больное сердце, она инвалид. Старшая дочь ухаживает за больной матерью, а младшая учится еще в школе. И до постановления о сносе семья еле сводила концы с концами. А теперь, когда не будет и крыши над головой, женщины не знают, что делать. Не знаем, куда нам идти. Сегодня, наверное, здесь переночуем, чтобы вещи не украли. Завтра будем думать. У нас и доходов-то нет. До этого я работала, сейчас уже месяц без работы сижу. Раньше денег едва хватало, а теперь даже не знаем, как дальше жить. У Сапаркуль Мадалиевой нет никаких документов на это жилье. В 2006 году ей предложили приобрести участок в новостройке. Обещали, что будет и красная книга. Однако, как только риэлтор получил на руки деньги, его и след простыл, сетует женщина. От безысходности пришлось остаться в жилмассиве, несмотря на ужасные условия. На носу зима, а теперь у семьи не будет даже такой крыши над головой. Могли бы оповестить нас за месяц, за 2, а так сказали за 4 дня до сноса. Как так быстро жилье найти? Тем более с нашим достатком. Если бы нам сказали заранее, мы бы постарались что-нибудь придумать. Жалко Эджешку, она болеет. Куда ей теперь идти? Кто ей поможет? Могли бы сотрудники мэрии войти в положение и как-нибудь разрешить ситуацию? Я работал пастухом. Несколько лет деньги копил, чтобы купить участок за 120 тысяч. Фундамент заложил, 3-комнатный дом строил. А вот сейчас его снесут, и я без ничего останусь. Я вот эту времянку сейчас снимаю. Причиной сноса стало расширение дороги к строящемуся мусоросортировочному заводу. В мэрии объясняют, что новостройка незаконна и находится на муниципальной земле. Однако под снос попадают только те постройки, которые мешают реализации проекта. Остальные дома пока трогать не будут. В рамках проекта у нас мы дорогу строим и расширяем дороги. Получается, есть которые дома самовольные построены, и на эти проекты попадают. Нами было сейчас, на сегодняшний день было демонтировано около 10 фундаментов и 1 дом и 8 заборов. Еще у нас по проекту осталось 1 дом, который попадает. Но до конца года мы эту работу все завершим. По нормативам санитарная зона вокруг мусорного полигона должна быть не менее 1000 метров. Новостройку же Алтын-Казык от городской свалки отделяет всего несколько метров дороги. С 2005 года по Бишкеку насчитывается около 6500 незаконно построенных объектов. В мэрии работают над постановлением, чтобы ту часть, которая соответствует архитектурным нормам, легализовать. Однако Алтын-Казык ни одной из существующих норм не соответствует. Екатерина Ступкина, Каирджей Лоубекова, Диас Сакимбаев, МТС.